Всем привет! Это подкаст Сайхат Тайм. Меня зовут Дана Шамсидин. Это наш второй выпуск. И сегодня мы говорим о цифровизации в туризме, так как именно эта сфера стала трансформироваться одной из первых. Если вы помните, буквально 10 лет назад у нас был, так скажем, бумажный туризм. Мы покупали билеты, мы не могли организовать свой отдых, поездку свою самостоятельно. И благодаря цифровым проектам сейчас все стало намного проще, удобно. И это, мне кажется, все благодаря цифровым проектам. Казахстан, я так сейчас думаю, что на данном этапе Казахстан идет, реализовывая различные проекты, переходит трансформацию. И как раз-таки сегодня мы поговорим о том, каким образом происходит эта трансформация. У нас сегодня прекрасные гости. Один из них Данияр Омаров, координатор информационной системы Еконак, руководитель карты гостя Казахстана Ситипас Казахстан, а также Серихан Мухамеджанов, руководитель проекта Forta Travel, и Талгат Аманбаев, управляющий директор национальной компании Казах Туризм. Как ваше настроение? Салимет, Сидерме. Здравствуйте. У нас довольно очень интересная тема. Я надеюсь, что будет очень информативная беседа. С чего бы начать? Вообще, все цифровые проекты, именно в сфере туризма, оказывается, появлялись около 20 лет назад. Это что Booking.com, потом было у нас Airbnb, потом следом пошли агрегаторы такси, как Uber, Яндекс, InDriver. А что у нас в Казахстане? Талгат, вы что скажете насчет цифровизации именно в Казахстане и какие ваши, так скажем, любимые проекты, которые вы постоянно пользуетесь и которые упрощают вашу жизнь? Ну, в Казахстане, как и во всем мире, как вы только что перечислили, в первую очередь зашли к нам зарубежные большие компании. Мы долго, может быть, находились как бы в зависимости от зарубежных продуктов цифровых. И один из первых казахстанских продуктов, которые я лично в своем опыте помню, это Choco Travel. Ну, в дальнейшем потом Авиата. Это были первые казахстанские именно продукты, которые помогали нам покупать авиабилеты. И казалось, что это уже был большой прогресс, потому что не надо было идти в кассу, стоять в очереди. Это прямо у них сейчас, кстати, в Авиате в рекламе, по-моему, везде показывают именно тот период времени. То же самое по такси. Если помните, первый появился у нас, по-моему, InDriver вообще, прежде чем появился потом Яндекс. Яндекс с Uber зашли как-то одновременно, потом как-то в Нур-Султане сейчас в основном Яндекс, и недавно появился Didi. Но я в IT-сфере уже давно, порядка 17 лет. Я хорошо помню, как казахстанские IT-компании появились, тоже хотели в сферу такси залезть, но не смогли, кажется, реализовать, может быть, тот масштаб, который был у этих компаний. И если говорить о сегодняшнем дне, меня очень радует, в части Серхан сегодня тоже присутствует, да, как новые игроки заходят в сферу туризма. Да, мы видим, как финансовые институты, это банки, да, они сейчас очень сильны в IT, они всегда были сильны в IT, надо отдать должность, с 90-х годов это первые были адоптеры, да, которых цифровых систем, различных там систем управления, и сейчас они заходят в сегмент туризма, предлагая услуги покупки туров, брони билетов. И мне кажется, все казахстанцы со мной согласятся, банковские приложения, они уже заслужили как бы свое место в наших телефонах, так же, как и мессенджеры, так же, как и социальные сети. Обязательно есть 1 или 2 банковских приложения, где ты привык там оплачивать баланс, ком-услуги. И сейчас теперь там появился как бы туризм, и никого это не удивляет. Но меня это очень сильно радует, потому что когда заходит такой бизнес, как банк в сферу, это в первую очередь внутренние инвестиции, потому что государство не может все эти бизнесовые вопросы решать, и не должно, мне кажется. Здесь уже, если вы, наверное, сами расскажете, что вы думаете насчет этого как бизнес. Да, конечно. Да, и второй немножко затравка такой тоже для Данияра хотел сказать. Когда у нас появились первые ситипасы, это как раз компания Ситипас, они в 2-3 города, по-моему, зашли, Нур-Султан, Алматы и Боровой, да, Бурабай, точно. И это тоже было классно, потому что покупаешь карточку, там внутри симка,
с предоплаченным интернетом, удобно для туриста. Можно оплатить там проезд в автобусе, да, вот эти карты онлайн. Можно пойти там со скидкой куда-то отдохнуть, и там еще есть такая красивая карта. То есть вот эти продукты, они хорошо зашли. Я не знаю, может ли Даниэль поделиться своей статистикой, как это заходит, ну, до коронавируса и после. Но вот сейчас цифровизация как бы идет. Если говорить про казах-туризм планы, я об этом, наверное, чуть позже уже рассказал бы. Сейчас, может быть, послушаем наших гостей. Да, вообще в целом я помониторила, и оказывается во время пандемии travel-услуги именно онлайн, оказывается, на 10% вот, росли. То есть показатели показывают, что уже большая часть аудитории в целом обращаются именно услугам онлайн-покупки, а также вот элементарно туры, билеты. И вот поездки, да, сами планируют онлайн. И я посмотрела ваш проект, на самом деле, в Инстаграме у меня выходит реклама, так я как патриот туризма Казахстана захожу, и там мне удивительно было в том, что там только было внутренний туризм, то есть только наши казахстанские туры, и причем очень интересные, то есть нестандартные, то есть это не было такого 2 дня Боровое, там сумма такая. Нет, там очень интересные туры, и в целом контент, который вы размещаете, для меня это было что-то новое. Вот поделитесь, пожалуйста, опытом, как вам удалось открыть такую уникальную площадку? Ну, наверное, сначала появился спрос, то есть не так, что мы создали площадку, потом всех научили ей пользоваться. А это спрос возник именно во время пандемии? Во время пандемии, да. Ага. Все группы, паблики в социальных сетях, мои многие знакомые, все искали, куда выбраться в Казахстане, внутри Казахстана. Внешние границы, вы помните, были закрыты. Осталось огромное количество времени на изучение Казахстана. И был такой вот большой, очень взрывной спрос на внутренний туризм. Мы с друзьями, с родными несколько раз делали попытки куда-то выбраться, нигде мест не было. Вот. И, само собой, напросилась идея создания классификатора, некого агрегатора, который будет соединять, с одной стороны, пользователей, которые ищут туры различные, а с другой стороны, поставщиков этих туров. Это туроператоры, какие-то турагенты, которые осуществляются оказанием услуг в туризме. Разработали прототип, запустили в рынок, и он нашел там свое признание, да. Там сначала было в первом месяце там не больше 20 партнеров у нас было, которые предлагали туры, да. Сейчас их там кратно, там на порядок больше уже стало. Там было в первый месяц там порядка там 20-30 туров было, да. Сейчас мы там на несколько порядков больше предлагаем. Но вот вопрос, наверное, да, как мы смогли собрать разные, да, интересные туры, не просто там ночевка, да, в 2 дня в Боровом. Это заслуга наших партнеров, то есть они действительно очень много времени проводят в том, что развивают свои продукты. Мы им даем обратную связь, что ищут наши пользователи. Сейчас мы организовываем уже с ключевыми партнерами такие эксклюзивные мероприятия. К примеру, там в конце июля, в начале августа в городе Кочевников был там этнофестиваль там, казахской музыки. На 600 человек был организован. И вот такие вот мероприятия туристической направленности, ну, они не нами придумываются, да, их придумывают наши партнеры. Вместе с нами это все продвигается в массы. Мы на себя берем именно организационную работу по маркетингу, продвижению, то есть как площадка. А пользователям мы гарантируем оказание сервиса. То есть если пользователь не получает сервис, он там 100% получит обратно свои деньги. Я у вас могу и купить билеты, да, и определенные, допустим, места, где можно остановиться. Вот человек заходит в ваш портал и сразу выбирает направление. Сейчас мы и там представлены, же... да, приложением, где продаются готовые туры. Ну вот зимой мы запускали интересный тур, я ребятам рассказывал. Это когда вас из дома забирают на электромобиле,
везут в прокат лыж. Вы берете экипировку в аренду без очереди. Вам там же выдается скайпасс. Электромобиль вас до самого Шимбулака поднимает в Алматы. Вы катаетесь на лыжах, он вас забирает в установленное время и возвращает домой. По дороге заезжая, сдавая экипировку. То есть вы не мерзнете, не стоите в очередях и так далее. Я не помню, сколько этот тур стоил. Ну, вот наши партнеры его организовали по нашему запросу, потому что у нас была востребованность на рынке, и аналогов этого не было нигде. То есть невозможно было просто так вот найти электромобиль, договориться, заберите меня, пожалуйста, такси, там, сервис. Вот. Получился такой интересный тур. Вот. Таким образом, все туры, которые у нас есть, это в первую очередь тур. То есть если мы говорим о бронировании номера, это пока не мы. То есть это какие-то другие сервисы, вот Booking, там Airbnb и так далее. То есть в последующем мы планируем расширять этот функционал. Там мы ведем переговоры с партнерами по тому, чтобы у нас были авиабилеты. То есть, опять же, это не наш core профиль, так называемая базовая транзакция, да. Есть запросы от клиентов, которые хотят авиабилеты, ну, как правило, все там уходят к нашим партнерам приобретать авиабилеты. У нас планируется, что в ближайшее время появится интересный функционал вокруг именно организации тура, вокруг планирования своего ивента и напоминания его. Очень много работы делается вокруг функционала для наших партнеров, в частности, там админ-панель с отчетностью, с возможностью видеть тренды, чем интересуются, чем не интересуются, да. Собираемся добавлять функционал в последующем по бронированию автомобилей, по гидам, по экскурсиям, чтобы можно было запросы делать, собирать мультитуры, чтобы там группа людей там собирала какой-то ряд активностей и получала лучшее предложение на этот ряд активностей от профильных партнеров. В общем, все это делается для повышения, наверное, внутреннего туризма, внутреннего туристического продукта. То есть мы анализируем постоянно места туристической дестинации. Там у нас есть в Казахстане установленные, общепринятые, да, так скажем, 10 зон, да, и мы их анализируем постоянно, кто там предлагает какой уникальный продукт, какой продукт можно улучшить. Мы внедряем систему рейтингов, чтобы дать обратную связь нашим партнерам для того, чтобы они улучшили свой продукт, чтобы это было точечно, не просто там стань лучше, да, а куда стань лучше, выше, быстрее, там, дороже, дешевле и так далее, чтобы они понимали, куда им нужно стремиться, потому что, наши партнеры — это и есть туризм Казахстана, и наша задача, наверное, дать обратную связь от наших пользователей нашим партнерам, да, а пользователям донести всю ценность того предложения, что предлагают партнеры. То есть мы вот как бы несем миссию. Такая миссия получается, не знаю, насколько это будет правильно сказать, структурировать, организовать, да, немножко организовать этот рынок. Потому что без таких площадок, опять же, мы не единственная площадка, есть на рынке разрождающиеся молодые площадки. Нам уже год скоро будет, как мы запустились. Нам уже полгода, как мы в рынке работаем, больше полугода, да, мы в январе запустились в рынок, активно работаем. За это время создались несколько площадок, мы их не рассматриваем как конкурентов. Почему? Потому что вы лучшие? Нет, или конечно. потому что у вас есть особенности свои? Смотрите, внутренний турист — это примерно там от 6, по разным оценкам, от 6 до 8 миллионов людей в год. От 6 до 8 миллионов людей в год. Сколько из этих людей онлайн готовы что-либо покупать в туристическом формате? Пока эта цифра очень маленькая, пока там она до 50 тысяч в год, да. И, наверное, номер один задача создать такой пользовательский опыт, когда эти люди, 8 миллионов пользователей, да, IT-систем, потенциальных пользователей, начинают онлайн покупать туры. То есть сейчас какая-то часть из них онлайн покупает авиабилеты, да, по разным оценкам, там, от 70 до 400 тысяч, там, никто не может точно сказать наверняка. И когда количество
потребителей туристического продукта, да, внутреннего туристического продукта перевысить некоторую критическую массу и уже не будет расти, там, не будет иметь возможность экспоненциального роста, тогда мы станем конкурентами. До этого, да, мы делаем какую-то общую работу, такую факультативную, да, по созданию этого рынка, которого еще, по сути-то, не существует, можно сказать. Потому что те там несколько тысяч продаж, которые сейчас мы можем там быстро делать в течение месяца, например, да, они, наверное, ну, не могут дать рынку такого ощутимого толчка, ощутимого роста, потому что там их нужно перевести в миллионы, то есть вырасти рынок в несколько сотен раз. Вот. Потом, да, мы будем конкурентами, да. К примеру, я недавно делал оценку рынка, ну, капитализации компаний международных, да, крупнейших в мире, да, такие компании, как там Booking с капитализацией там 4,3 миллиарда долларов, да, Kayak 11,8 миллиардов, там Airbnb, который 80 миллиардов долларов капитализацию имеет, да, у них оборот, у них месячный оборот больше, чем весь рынок Казахстана, да, их аудитория там от 300 до 500 миллионов пользователей в месяц. Это если в Казахстане всего экономически активного населения, которые могут быть, в принципе, потребителями нашего туристического продукта там от 6 до 8 миллионов, да, это в потолке, то там уже есть аудитория в 300-700 миллионов, там у Букинга там 700, у какого-нибудь Airbnb там 500, например, да. То есть рынок мировой огромный, огромный, и нам есть потом куда расти. То есть после того, как мы научимся это делать внутри Казахстана хорошо для нашего населения, для внутреннего потребителя, мы сможем этот опыт экспортировать за границу уже и предлагать и иностранному потребителю приезжать к нам. Но сейчас это делать рано, потому что качество предлагаемого туристического продукта для иностранца, оно будет неудовлетворительным. Ну, во-первых, наши туристические вот эти вот точки еще там не могут встретить иностранного туриста, они только нашего могут встретить, хорошо обслужить, да, ну как-то обслужить. Во-вторых, иностранному туристу нужна немножко там другая инфраструктура, да, ему нужно там... Конечно, есть места, куда можно привезти иностранного туриста, но их в общем процентном выражении там 2-3% от общего места, куда можно ездить, да. Ну и получается, что туризм у нас нужно развивать, очень потенциальные большие возможности в этой отрасли. Мы создаем платформу, которая эту отрасль развивает, организует и структурирует для того, чтобы следующим этапом было именно масштабирование этого всего. Вы говорили, что вы ведете рейтинг, у вас есть определенный рейтинг по областям, по турдестинациям, и у вас, наверное, есть уже статистика, вот за полгода у вас сколько были пользователей, и вот самая популярная, наверное, туристическая дестинация, это какая? Ахтау очень популярна сейчас, и Алматинская область. Ахтау и Алматинская область. Да. Примерно вот за полгода сколько людей у вас покупали туры? Настолько это сейчас, хочу узнать, популярно? Ну, вы знаете, я, наверное, там не буду эту информацию сейчас открыто Ну, раскрывать, хотя, она да. конфиденциальная, да. В процентах. Я могу сказать, что примерно там 60% это клиенты, которые, ну, это туристы, да, в Алматинской области. И 40% отправляются в Ну, не Мангистау? совсем 40, да. Корея там 30 или там 20 Актау, там 15 Туркестан и Нур-Султан, ВКО. Потому что, ну, опять же, если мы говорим за полгода первые, там, январь-февраль, сезон гор, лыж, Алмата себе все забирает, да, нигде ничего там не представлено. Если мы говорим там лето, это Актау, Алакуль, там люди пляжи любят, пытаются там отдохнуть, да. Если мы скажем про круглогодичный цикл, цифры будут другие, потому что вот сейчас там будут запуски на Байконуре, там, если они сразу оттянут на себя какую-то долю туристов. Потом есть интересные новопоявляющиеся направления. Там, Туркестан построили,
караван-сарай, да. Мы туда ездили, там, ну, классно, потрясающе все сделали. Есть вопросы к менеджменту, управлению того, что там происходит. Но, ну, это зона роста, и то, что уже сделано, уже классно там, уже потрясающе, да. Постановка хорошая, сама локация интересная, история вокруг этого всего. Потом есть что в округе посмотреть. И Туркестан и раньше много людей посещало, но это было больше паломничество, да. А сейчас добавили к паломничеству еще и такую историческую, культурную направленность. Ну, классно получилось. И я уверен, что на успехи Туркестана другие регионы тоже начнут что-то подобное там реализовывать. Вот. Ну, сейчас вот осенью начнутся очень много походов в горы, например, да, какие-то. Потом Рахмановские ключи, там, ну, я не знаю, в этом году или 2 года назад уже в санатории был закрыт, но у нас очень много запросов именно вот туда почему-то. Мы не можем их удовлетворить, у нас там партнеров еще нету активных, но сейчас над этим работаем. Ну, я думаю, что Восточный Казахстан в этом году тоже там осенью уже большой рост даст до зимы. А в целом, когда мы говорим про цифровизацию именно в сфере туризма, какие проекты у вас прям запоминающиеся проекты, какие у вас? Ну, допустим, сразу, которые вы можете перечислить. Ну, видите, здесь еще как бы... Кроме, конечно, вашего проекта, еще какие проекты? Ну вот мне понравился проект, ну я не знаю, насколько это в сфере туризма, правильно сказать, да, это, наверное, в сфере навигации, да, но иностранный, это вот Тугис, который у нас работает, да. Просто когда говорится именно цифровизация, и именно в Казахстане, сразу мне приходит только Ехонак. Я не знаю почему, это, наверное, и моя деятельность связана, да, но это самый крупный проект в Казахстане по цифровизации. И я хотела сейчас у Данияра спросить, как у вас сейчас идут дела? Мы говорим, что уже можно получить электронную визу, мы уже цифровой Казахстан, и какие сейчас работы ведутся, и настолько это реально получить электронную визу? Ну, получается, по самой системе Якунак, если же полностью говорить, это информационная специализированная система Якунак, направленная для как раз-таки мест размещения, располагаемых на территории республики. На нынешний момент более 1000 уже отелей работает, мест размещения, которые находятся на территории, и направляют уведомления. То есть для гостиниц самое главное, если же раньше, в чем самый большой плюс цифровизации в этом плане, то, что раньше, получается, когда в гостиницы приезжали иностранные гости, как мы знаем, то, что согласно закону о миграции и постановлению правительства номер 148, места размещения, получается, когда приезжал иностранный гость, они заполняли анкетные данные по иностранному туристу, они ехали в миграционную полицию. Для примера, даже вот в городе Нур-Султан у нас лично, когда на встречах присутствовал с сотрудниками, получается, отелей, они говорили, что это классно, потому что мы раньше, получается, к нам приезжают гости, мы заполняем эти анкетные данные, едем на Иманова 31, там такие очереди, пока полдня, может быть, день займет, потому что у нас же в Астане же только одна миграционная полиция. У нас, получается, в отеле очень много в городе Нур-Султан, которые также, получается, ехали в миграционную полицию и ждали, получается, каждый свою очередь, пока инспектор, получается, поставит штамп. А теперь же, благодаря как раз информационной системе, они уже сразу же, даже находясь, скажем таки, уже у себя в отеле, направляют эти уведомления. Сразу под колбоком сразу, да? Ну, здесь я хотел еще по государственной части дополнить. Вообще, вы же знаете, когда цифровизацией государства хочет заниматься, это там есть несколько стейкхолдеров. Вот то, что говорил Секи, это вот бизнесовый подход. Это создание инфраструктуры, площадки, маркетплейсов, чтобы у бизнеса была возможность представиться и с клиентами работать. В случае с Якунак, там у нас был господход, мы хотели посмотреть статистику, аналитику по нашему турпотоку, но в то же время было понятно, что чтобы замотивировать гостиницу с нами сотрудничать, надо было туда добавить каких-то функционалов. И с одной стороны, может быть, даже хорошо, что в 2020 году приняли такую норму, что обязали места размещения заполнять эти данные. Потому что когда я узнал, что некоторые миграционные службы работают с юрлицами только вторник и четверг, и с 11 до 12 принимают окошко в час, и там было явно понятно, что что-то не так, потому что бизнес вынужден там нанимать курьера,
И сколько было опечаток, если бы вы знали. Да. Потому что делает миграционный инспектор дальше с этими данными? Хорошо, если система отеля это выгрузили, распечатали, а некоторые же переписывают ручкой анкеты. И когда это иностранный турист пишет, он не ошибется своей фамилией и имени, потому что он всю жизнь его пишет. Но когда это пишут наши ребята, для них иностранные имена, китайцев, там, арабов, непонятны. И Да, там они же еще. имя Джон, там вот это H, да, ее и после J ставят, и после O, и после N, куда угодно. Йохан. Да, и потом миграционщик заново забивает свою систему и может еще раз, то есть дважды. Тоже ошибиться получается. Ну, да. И наши коллеги с КМБ рассказывали историю, когда 3 китайца заехали и потеряли в стране, и откуда-то появились 3 других китайца и выехали. И вопрос был, куда делись первые 3, хотя это, возможно, те самые 3 китайца и были. А сейчас вот, Якунах, Даниэр, как это устроено? Может, расскажете в плане вот? Ну, с 3 китайцами еще не страшно. Вот если бы потерялось 3 китайца и откуда появилось 3 бразильца. Это другой вопрос. Нет, Ну, с одной стороны, это может быть тоже так же получается, потому что, видите, они же при заполнении анкетных данных, вот как Толгат Жолдуратович сказал, заполняется в анкете, получается, одни данные, а там, получается, сотрудник пограничного, скажем так, миграционной службы, он может как бы другое увидеть и заполнить это, получается, информационную систему миграционной полиции уже другие данные. И Ну, даже... человеческий фактор. Да, все верно. Сейчас этого нету. Ребята, получается, компания, которая вот сейчас занимается разработкой Якунак, они пришли с еще одним инновационным решением, помимо того, что в этот миграционный ты ходишь, есть сканер, который работает с веб-камерой и с камерой телефона. И когда мы показали министру, там СМИ тоже был большой охват, как сканируется там за 1,5 секунды, если 4G, если 3G, наверное, чуть дольше, 1,5 секунды, 196 паспортов, и арабский считывается, и китайский, и корейский, и английский вообще без проблем, да, русский, кириллица тоже, казахский. Показ гражданства, дата, все ненужные реквизиты с документа вышли, ему надо просто выбрать дату проживания. Дата вот это- заезда, дата выезда. Да, вот я когда был на юге во время внедрения, когда ездил в Мангостау во время внедрения, что я там услышал фидбэк, помимо того, что вот с миграционкой хорошо, они мне сказали, у нас есть своя система, которую мы по франшизе используем, там Фидель или Опера или 1С, но мы пользуемся Якунаком просто для внесения данных. Потому что у них это небольшая гостиница, у них нету, как в Ридс-Карлтонах, там, больших сканеров, документов, где они там паспорт положили. У них нету хостела, да, там обычный ресепшенист, он и администратор, он и владелец бизнеса, и еще и там по совместительству housekeeping. И вот им, когда с телефона есть возможность быстро заполнить данные, это другое. И я увидел, что это еще и помогает, в принципе, чуть-чуть ускорить бизнес-процесс. А головняк снимается не только для нас в плане, я так называю, головняк, извиняюсь, да, статистики, но еще и выверка данных пошла нормально. То есть сейчас Якунак прошел госаттестацию, получил сертификат, информбезопасность интегрировался в Беркут, миграционку, по-моему. Да, все верно. И там нету сейчас проблем с передачей данных. 3 было потери. Ну, да, классная система, да, я слышал уже про нее. Но я почему про нее не сказал, потому что она не для пользователя. Она такая для бизнеса и для государства, для того, чтобы... Нет, на Да. самом деле там, Вот это получается, в самой системе там еще другие привилегии есть. Если же даже мы сейчас с вами говорили касательно системы букинга, то есть, если, к примеру, даже те же самые отели, которые работают через систему букинга, они при работе, получается, если даже брони, которые получают, они, соответственно, делятся с этой комиссией, там, получается, с самой системой букинга. А здесь же сама информационная система Якунак как раз-таки дает пользователям, получается, то есть самой гостинице, также онлайн-бронирование свое выставить, то есть показать, какая гостиница, то есть свои привилегии, свои цены могут показать, и чтобы как раз-таки та самая сумма, которую они выкладывают, она приходила в такое же, получается, без никакой комиссии, никто не забирает эти деньги, это все выставляется. Но здесь уже, получается, представление самой гостиницы идет уже на портале Kazakhstan Travel. То есть здесь как раз-таки здесь уже возможности не только Якунак идут, но также еще, получается, и сам Kazakhstan Travel расширяется, то есть у него дополняются еще гостиницы, которые имеются по Казахстану, и представляются уже на обширность перед другими странами. То есть иностранный гость, который уже на портал Kazakhstan Travel заходит, может там увидеть, получается, и туры, и гидов, получается, соответственно, и самое главное, это вот уже онлайн-бронирование. А это онлайн-бронь, соответственно, она, получается, в личный кабинет приходит информационная система Якунак, и уже, получается, скажем, директор самой гостиницы, он видит эту бронь и принимает уже. Может быть, еще одна интересная вещь, которую хотел я тоже добавить про Якунак, это такой неочевидный результат, который мы не ждали. Его мы с МЦРЯП обсуждали. Вы знаете, сейчас работает Визяшек.
Машех, он призван, он не остановит распространение ковида, он просто скажет, каких именно людей надо на локдаун, ну, чтобы весь город не перекрывать, тех, кто был, например, в кинозале, сказать, там был подозрение, в течение 14 дней все, где перемещался больной, всем желтый статус выставить, но когда касается иностранцев, у него нету казахстанского ИИНа или, да, номер телефона, и по сути, вот этот режим охранника, я смотрю, как он работает, они вводят его номер паспорта, он у них синий стоит, и все. Если в кино или в кафе с этим иностранцем был человек с положительным ковидом, там нет алгоритма, что с ним делать. И это мне Минздрав говорили, и это мне МЦРЯП тоже говорили. Что можно сделать с интегрирующимся с Яхунак? Мы можем сказать, где он жил же. Не только сейчас, а вообще за последние 14 дней. И можем, в принципе, ну, теоретически, наверное, нехорошо будет закрывать все эти отели, но по алгоритму, если бы это был бы не иностранец, то мы бы закрывали эти отели. Закрыть иностранцев. Ну, как бы для спасения, да, или для предотвращения, так говорит правило. Да, то есть вот такие вот неочевидные вещи сейчас вот вылазят. И вот то, что Танир начал говорить про планы. Мне кажется, то, куда сейчас хотят субсидированием пойти, это наше министерство, оно со следующего года вот по новому закону хотят за каждого иностранного гостя давать туроператорам $35, по-моему, да, субсидию, да. Ну, давайте мы на Forte Travel будем бронировать в Яхунаке. Вот, я думаю, здесь вы можете... Здесь можно будет сделать интеграцию. Добавим интеграцию и да, будем брать. Если, тем более, если отели ведут свой номерной фонд в Яхунаке, если они там ведут номерной фонд и могут бронирование подтверждать тут же, то есть очень интересная интеграция нарисуется. Да. Плюс еще у отеля есть возможность Яхунак использовать как клиент NCA Layer, то есть он в фоне висит, синтегрировавшись, то есть все API-шки есть. Мы сейчас, по-моему, прорабатываем с Fidelio и с Opera, это два больших софта в этих местах размещения, чтобы они вообще Яхунак не видели. Они работают, как работали со своим системой управления номерным фондом. И по мере того, как появляется бронь, чек-ин, чек-аут, ноу-шоу, там вот эти все ивенты просто показывать. Вот я не договорил про... $35. $35, да. Вопрос. Там был интересный вопрос такой, комитет спрашивает, а как мы будем проверять, что этот турист был? Ну, потому что туроператор, он заинтересован увеличить количество этих туристов, приложить их паспорта, билеты. И деньги, соответственно, получить. Да, и $35. Ну, если это 1000 туристов, то $35 тысяч, да. А некоторые у нас туроператоры, ну, в хорошие годы, там, несколько тысяч туристов обслуживали легко. Особенно, когда работал с массовым туризмом. 5-7 тысяч в год они привозили каждый. Да, каждый. Это, скажем, такой хороший показатель был. И вот это уже, ну, совсем, ну, нормальные деньги, ради которых могут пойти там на какой-то подлог, фрод, скажем так. И как один из способов проверки на дурака, или как это, защита дурака, да, предложили, давай Яхунак чекать тоже. Брать иностранца, смотреть, проживал ли он. Теоретически, по закону, он должен в любом случае в Яхунаке след свой оставить. Живет он в отеле, живет он в палатке, живет он с гидом. Сейчас с КТЖ, пассажирскими перевозками, мы прорабатываем, чтобы Яхунак был в вагонах. То есть человек, если проводит ночь в вагоне в поезде, мы видим, что маршрут Нур-Султан Ахтибе, да, он был в вагоне. И пассажирские перевозки тоже заинтересованы. Там сейчас такой менеджмент, очень такой креативный. Они говорят, давайте данными там обменяться. Ну, то есть вагон приравнивается к месту ночевки, да? Любое место, где он ночует, нам было бы хорошо знать, потому что он же в пути проводит. Поэтому люди на вокзале. Огромное количество немцев приезжает к нам. Вот недавно приходила компания Bandreisen. Это большая такая, там 3500 этих бизнесменов, по-моему, находится. Они говорят, мы хотим путешествовать по Казахстану, но на поездах. Потому что у них население такое, ну, это уже взрослые немцы, это не молодежь. И китайцы тоже самое. Вы их отговорили? Я верю в то, что пассажирские перевозки сейчас придумают. У них тоже классные идеи есть. Вплоть до, вот сейчас тизер такой скажу. Одна идея была: возьми машину с собой. Ты покупаешь билет. Это то, их огромное преимущество перед авиалиниями в чем? Ты с собой можешь свою машину взять. Она не наматывает пробег, она не ушатывает ходовку. Ты едешь в Мангостау, джип с тобой едет, приезжаешь туда, выезжаешь на своей машине, дальше поехал погулял. Вернулся, поспал в своем комфортабельном тальго, там, условно, принял душ, выходишь с вокзала и на своей машине уехал. Такие вещи они задумали сейчас. Я не знаю, когда они это сделают, но мы очень надеемся, что это тоже произойдет. Звучит как какая-то волшебная история. Почему? Я еще даже не представляю, если большие габаритные машины, как там, вдруг КамАЗ даже. Они все позволят. Более того, я вам скажу, что сейчас машины перевозят так, просто это не практично в плане цены, да? Намного дешевле нанять автовоз, который перегоняет. Ну, я надеюсь, что
что-то они придут, потому что они сейчас понимают, что потребительские перевозки в большинстве своем убыточные проекты КТЖ, они зарабатывают в основном на перевозке товара, да, коммерческие такие поезда. А пассажирские они видят преимущество, если только добавить туда дополнительно какие-то вещи, которые не может дать авиалинии, которые сейчас намного дешевле стали благодаря флайерам, лоукостерам. Ну, в общем, вот. По цифровизации я хотел свой стать, извиняюсь. Мы говорили про Еконак, мы говорили про ваш проект, да. В целом сейчас мы поняли, что иностранный турист может уже забронировать свой отель, приехать без проблем, заселиться, да, в Казахстане и получить у вас туры и уже объехать весь Казахстан. А в целом, что насчет цифровизации именно в Казахстане и что не хватает и еще что можно добавить? Ну, мы с вами до этого сейчас переговаривали, Талгат Жалтарович, вас не было. На самом деле, даже идея возникла вот касательно того, что у нас многие иностранные гости, которые прибывают в аэропорту, будем откровенно говорить касательно того, что в аэропорту не все иностранные гости, которые приезжают, получается, в соответствующий город, они не все, получается, идут в Tourist Information. То есть, а здесь же стоит задача, то есть по цифровизации, как раз таки для представления для иностранного гостя касательно всех возможностей Казахстана. Если же на пограничном контроле у него будет, скажем так, какая-то карта, на которой ему предлагается, получается, необходимые приложения, которые он может скачать и воспользоваться, находясь в том или ином регионе. То есть на этой карте нарисован, скажем так, QR-код, через который он на камеру проводит, получается, смотрит что-то приложение и уже понимает, к примеру, что ему нужно будет Тугис, скажем таки, Forte Travel, чтобы как раз таки увидеть туры, там, скажем таки, еще Еконак также может быть, чтобы увидеть миграционный справочник. Кстати, это тоже, кстати, очень полезно для иностранных гостей. Через систему Еконак они видят свой миграционный справочник, то есть сколько могут находиться. Все это необходимо, скажем таки, на пограничных контролях, если установить те полезные приложения, и я думаю, весь туристический рынок как раз таки, он и будет заходить в приложение, то есть соответствующие приложения, и здесь у нас даже рынок раскроется. А я предложила другой вариант. Допустим, если вы выезжаете в другую страну, вам поступает сообщение, да, там, добро пожаловать, там, элементарно в Россию, в Турцию и так далее. И там, возможно, вот, допустим, приехал турист, пришел сообщение, добро пожаловать в Казахстан, если вы хотите там взять тур, то переходите по этой ссылке, если вы хотите там посетить это место, то переходите по этой ссылке, сразу же предложить свои услуги. Но опять же, мне сказали, что это нельзя сразу предлагать купить товар, но я думаю, что это супер удобно, пришел, посмотрел и сразу скачал нужное приложение и поехал дальше. Ну да. Там скорее нельзя, я имел в виду. Идея была в том, что если турист в самолете летит как турист в Казахстан, да, он уже купил что-то. Вот, и пытаться ему продать что-то еще, там, это возможно. Нет, бывают же такие туристы, которые не запланировав свой отдых, да, приехал, есть свободное время и куда-то хочет, выходить. Ну, надо тогда им отправлять. Да. А как нам вычислять? Кто хочет, кто не? Не всем. Я в Казахтуризме вот с основания, когда пришел, был именно директор цифровизации. И первый проект, который я пришел в 2017 году, это был Казахтелеком. И они сказали, давай будем делать смс-информирование всех, кто в роуминг подключается. Это была такая идея. И у них даже есть какой-то алгоритм по там партнерским этим, они как-то там могут дать бэкграунд этого номера. Это не просто иностранный номер. У него есть возраст, у него есть пол, там какие-то обезличенные данные. Я вам сейчас хочу вот возвращаясь к вашему первому вопросу, Дана, что не хватает в туризме. Системную одну проблему, с которой я устал немножко тоже, может быть, ну не устал, но за 30 лет независимости туризм передавали из госоргана в госорган функции, да. Он был и в МИРе, да, он был и в департаментами, и агентствами, сейчас он находится при Министерстве культуры и спорта, казалось бы, да, даже названия еще нет туризма. И что происходит обычно, когда передается функционал? Даже внутри, допустим, одной компании, из департамента, когда передается функционал, каждый директор пытается у себя оставить какую-то функцию, потому что за каждой функцией следует некая бюджетная программа, некое финансирование, некие человеки, кадры, ресурсы. То есть, и когда этот туризм передавался, у нас в мире остались там больше половины всего, что касается дорог и путешествий, да, там Казавтожол одним занимается, страхование куда-то еще ушло, миграционка ушла там в МВД и так далее. То есть
нету единого места, где можно было бы централизованно решать вопросы туризма. Каждый раз, когда мы пытаемся по цифровизации, будь это по инвестициям, будь это по инфраструктуре, ну, это такая отрасль, такая большая. Мне кажется, вот что не хватает по цифровизации, это вот эти все, пусть хотя бы в цифровом формате, все эти услуги, которые оказываются туристам, которые оказываются бизнесу, в одном окошке собрать, это уже будет победа. Потому что сейчас вот вы работаете с туроператорами. Представляете, через что они проходят, когда они регистрируются, они идут на один сайт, когда у них происходит там регистрация гида, они куда-то еще отправляются, когда им надо лицензирование получить, они на e-license идут. У них нет одного принципа и одного окна, о котором говорит сейчас в целом госполитика Казахстана. Это есть, например, в здравоохранении, это есть, например, в сельском хозяйстве, это есть у нефтяников, у них целый свой отдельный портал, своя жизнь, там, надлог, вот этот нетропользование. Там вообще никого, кроме них, больше нету. Они там и госорган, и нацкомпания, они всем уполномочены. Маленький мир, да. То же самое по морскому транспорту. Ну, называйте эти, я вам буду говорить. В принципе, все собрано. Туризм, ну и по своей сфере тоже это, конечно, все затрагивает, потому что каждый из нас один раз в жизни турист, да, но тоже один раз в год. Но в то же время я верю в то, что вот так, вот я сейчас призываю, может, всех слушателей или зрителей, наверное, надо нам какое-то вот такое усилие сделать, собрать все вот эти госуслуги в одном месте. И призываю бизнес тоже, все эти услуги посмотрите, потому что многие из них вообще не оцифрованы на сегодня. И что я имею в виду оцифрованы, это вот как, по примеру, Серихан, да, вот Forte Travel. Они оцифровали marketplace, где можно бизнесу спокойно, доступно и просто разместиться. Если в случае Яхунах, это сдать какую-то отчетность или какой-то стат данные. То есть вот такие задачи, если решить, мы, как Казахтуризм, здесь максимально готовы тоже там подключаться, помогать. Но вот, мне кажется, проблема в корне, она лежит вообще в организации сейчас полномочий, да, куда-то. Ну, это не обязательно госорган. Это может быть... Надо, наверное, обязать всех людей, которые причастны не к туризму, вот именно к работе в госорганах, один раз быть туристами, как говорится. В Казахстане. В Казахстане, да. Чтобы, как говорится, они не говорили один раз не турист. Чтобы они прочувствовали это и, наверное, пришли идеи, как это все организовать. Потому что, ну, кроме этих людей, кто это будет делать? Серихан, вы напомнили мне одну шутку, которую я в 2019 году на Новый год жене загадал. Говорил, хорошо бы, если бы мы все один раз просто дома остались, потому что каждый раз, когда мы выезжаем за рубеж, мы вывозим ВВП. И потом, когда в марте локдаун и коронавирус пришел, он говорит, твое желание сбылось, ты виноват. Но, казалось бы, смешно, но мечта сбылась. Мы видим, туризм сейчас вообще внутренний. Огромный прирост приносит. Мы видим это в Минфине. Это при том, что сколько данных, ну, вы уже понимаете, да, скрыты. Но больше, там, 1,5 раза прирост доходов. Кольца, и вот вы знаете, там количество гостевых домов в 4,5 раза, по-моему, выросло. Количество гостиниц, по-моему, в 9 раз выросло. То есть это... У нас никогда таких цифр не было за такое время. И сейчас... Да, и это будет расти. Это будет расти, да. Да, это будет расти. Там в России то же самое происходит. Более того, скажу, что в России это еще больше выросло. То есть мы здесь анализируем страны. Наши, да, ребята ездят в Грузию, там такой же рост. Но сами грузины почему-то по Грузии не путешествуют. Вот, но вот когда открылись внешние границы, там большой наш поток, то, что поехал, ну, многие не смогли же поехать, они остались в Казахстане и внутри Казахстана путешествуют, там и те же россияне не могли выехать из России. Поэтому сейчас, ну, наверное, там было бы хорошо, если бы эти желания исполнялись, да, и мы один раз в год там оставались дома. Но внутренний туризм, он отличается от выездного. То есть если выездной туризм это там 10-7 дней, то внутренний туризм это в большинстве случаев тур выходного дня. И совсем там особняком стоит это санаторно-курортный отдых, лечебный отдых и пляжный отдых. Но опять же, на Алаколь там больше, там, чем на 5-7 дней там не ездить, делать нечего. Риксос, Актау, вот сейчас популярное направление. Больше 3 дней для нашего населения достаточно дорого. Там Боровое почему-то 3 дня плюс, там уже скучно. Вот. Рыбалка на Балхаше, там тоже там, 2-3 дня, там, как правило, уже все. Люди устают. Но я не слышал, чтобы ребята ездили в Турцию или там девушки ездили в Турцию на 2 дня, там нагулялись и вернулись. Да? Давай на выходные в Турцию смотаемся. Такого я не слышал.
И поэтому их нужно понимать, что это отличающийся отдых. То есть туризм внутренний — это тур выходного дня. И плановый, да, такой И отпуск. плановый такой, да, отпуск. Vacation. Это когда... И получается, что они не конкурируют, даже дополняют друг друга. Конечно, бюджет семьи, он распределяется, но если качество, даже, скажем, не если, а так, когда качество внутреннего туристического продукта там увеличится, то есть когда вы перестанете получать там, за свои деньги там отсутствие вообще какого-то сервиса, там будете получать нормальный сервис, то внутренний турист, он будет ездить. Ну, здесь вот курица или яйцо, да? Когда я с бизнесом разговариваю, говорю, почему вы не можете? Они говорят, потому что у нас не сезон, нестабильно, не поток. Может, они лукают, может быть, но они говорят, сначала должны прийти массовые туристы, потом мы дадим сервис. А туристы спрашиваешь, они говорят, сначала Но должен они прийти сервис. лукавят. Вот я ездил 2 или 3 недели назад, мы с семьей поехали в Чунжу. Горячий источник. На горячие источники, да, мы там заселились в домик, там попросили номер с одной большой кроватью, там заплатили сколько просили, там мы не просили скидок, мы просто приехали посмотреть, что такое там у них происходит. Я не буду называть зону отдыха, чтобы там не хейтить их, да, но расскажу, что было, да. Это новые домики стоят, номера достаточно сносные, интересные, хороший санузел, хороший ремонт. Они соединили 2 односпальные кровати деревянные, вот такая щель между кроватями. То есть и раздельный Матрас отдель, матрас идет, потом 15 метров щель, второй матрас. Заселили простынь на матрас без там ничего. И на простыни, получается, мы нашли несколько пятен с кровью. Я пошел на ресепшн, говорю, простынь поменяйте, что за такое, что за отношения. Они там сказали, да, хорошо, там прождал час, никто не пришел. Я позвонил на ресепшн, напомнил, и мне принесли простынь, и, знаете, вот там чуть ли не кинули мне в лицо, типа, на, твой простынь, что придираешься к нам. И здесь вот отношения, опять же, сезон у них там всегда забиты, там другие зоны отдыха, там всегда там мест нет, да. Для Здесь этого тоже нам нужна уже другая система, где могут люди пожаловаться, да, для того, чтобы вот понимать, какой отель вот самый лучший и где, возможно, будут такие проблемы. Вот туристу, мне кажется, нужна такая программа, где можно пожаловаться, где можно написать. А вот на сайте, в Инстаграме напишешь, все равно это, мне кажется, да, удалят. Ну и вот всё. мы в Forto Travel добавляем функционал рейтингов, когда пользователи, купившие тур, могут написать отзыв, оставить отзыв, поставить там лайк или количество звездочек. И другие пользователи будут видеть этот отзыв и думать, покупать, не покупать этот тур. В этом плане, кстати, можно вам и тут, наверное, с Форта и Яхонах посмотреть интеграцию, потому что у Яхонах сейчас на каждом ресепшене оставит QR-код, просканировав который человек может анонимно оставить отзыв. Он априори с ресепшена это только может сканить. А куда это попадает, комментарий? Прям... Она сейчас попадает, получается, в базу Яхонак админку. Мы вообще как с ней планировали работать? А потом дальше с этого комментария куда? Государство же говорит, что надо развивать туризм, нам нужен план мероприятия. Для этого нужны проблемы. Понять, что из пола проблем приоритет выставить. Вот Акимат говорит, что приоритеты должны быть такие. Мы здесь считаем, что приоритеты должны быть такие, да, в центре. А турист может вообще на другое вообще жаловаться. Он может быть вообще не про отсутствие дорог, да. Может, его устраивает вот эта проселочная дорога. Может быть, его устраивает 3-звездочный номер. Может быть, его устраивает кровь на... я утрирую, конечно. Но я к тому, что собрав достаточно много отзывов, можно сказать на самом деле мило и самим себе тоже сказать, давайте сфокусируемся на том, что действительно не устраивает туриста. Вот такой посыл. То есть никто не собирается там кошмарить этот отель. Но, опять же, писать будет про что не устраивает. Да, это жалоба такая. будет однозначно. И я согласен, что не надо кошмарить отель, потому что люди, почувствовав возможность там надавить на отель, начнут там завышать требования свои и шантажировать, спекулировать, как это бывает там манипулировать. с Яндексом, да? Вот Яндекс дал возможность, и все водители хамы, не туда встал, не туда подъехал. Раньше стояли возле дороги, 15 минут стояли, ловили. Зимой холодно, да? Никто не жужжал. Здесь за ним приезжают, и пройтись тяжело.
соседние подъезды, не тот подъезд, нет, все еще видео снимают, выкладывают. То есть и вот этот вот паттерн поведения человеческий, основанный на Нужно быть попытке осторожным, да, признания, даже да, если получения. оставить отзыв. Да. Либо пускать туда, оставлять отзыв только таких вот а, осознанных клиентов. Да. Так, как будем, да, делить осознанно На самом деле, если смотреть из корня, то есть касательно того, то, что само обращение идет, а из корня, если взять само обращение, от кого должно идти? То, что турист говорит о ком-то, то есть о сотруднике. Сотрудник, который не исполнил те или иные обязанности. Как мы все знаем, ну, если так посмотреть в обширности, у нас в Казахстане даже в самих гостиницах не работает. То есть администратор, он не заканчивал социальный культурный сервис, там, он не обучался, там, скажем таки, туризму или где-то либо. Он пришел, получается, да, он пришел с другой специальностью, он, как у нас любят говорить, закончил одно, пошел в другое. Но есть ведь площадка «Туризм онлайн», через которую как раз-таки можно будет обучить, сертификацию получить. И здесь уже, наверное, скорее всего, призыв это к самим. Есть, скорее всего, призыв уже к самим гостиницам о том, чтобы если они даже берут сотрудников, чтобы их сотрудники, они были квалифицированы именно в своей специальности, в том, что там, администратор или же сотрудник там фронт-офиса, скажем таки, ресепшена. А от этого, конечно же, в чем выиграет сама гостиница, если же у них сервис будет хороший, значит, соответственно, они смогут сами себе позволить касательно того, чтобы поднять цену там, за свою гостиницу или же как-то либо Ну так. да, здесь вот цифровизация как раз-таки поможет социализацию улучшить, да. Вообще вопрос кадры, конечно, это не только в туризме, да, это во всех сферах, наверное, такая прям самая проблематичная Но у нас тема. про туризм сейчас. Да, и в целом именно вы, вот, допустим, Да, я работаете хотел тоже про кадры в этом. Дубай, в цифровизации. Мы не Скажите, будем. вот какие кадры не хватает нам и вообще достаточно ли нам у нас именно в сфере цифровизации, какие есть проблемы насчет кадров? Знаете, вот мне эпитет нравится «Дикий Запад». И когда вот во времена Дикого Запада, почему были очень там популярны те же самые, да, ковбои, не было вообще ничего там. Это потом уже, там, примерно через 50 лет после начала освоения золотых рудников, да, начали уже брать в долгосрочную аренду земли и обносить ее заборчиками, да, потом начали строить железные дороги, да, и это все начало устаканиваться. Но до этого, когда этого еще не было, туда съезжались все, которые там, ну, хоть что-то могли. Кто-то читать умел, кто-то по дереву что-то делал. Вот он умел гвозди забивать, он сразу с плотником, да, но не нравится ему плотником быть, он мог запросто врачом стать. И вот примерно то же самое у нас наблюдается во многих отраслях в Казахстане, и в частности, отчасти в туризме, потому что люди, которые занимаются туризмом, занимаются этим не потому, что они там учились на туристов, да? Ну, не туристов, Факультете туризма, да? Учились на факультете туризма, да. Хотя у меня есть друзья, которые учились на Западе, на hospitality management в ведущих университетах Швейцарии, например, да. Но они здесь не смогли построить карьеру, они там немножко поработали в каких-то там топовых отелях и опять уехали на Запад заниматься этим делом. То есть получается такой вот какой-то разрыв между тем, кто нужен, и тем, сколько им должны платить, и сколько им могут платить. И вот это вот является вот этим краеугольным камнем, наверное, да. Потому что вот сейчас вот большой перекос пошел в оплатах хорошим разработчикам, да. Вот, Потому что... Про это сейчас тоже сказать, ага. Да. Потому что... Sorry, да? I'm sorry. Да, вы как айтишник начинаете. Да, потому что благодаря ковиду, ну или там, не знаю, можно ли говорить благодаря, да, последствиями того, что мы научились работать онлайн массово, явилось то, что во многих специальностях стерлись границы между странами, и первыми стали это всевозможные там дизайнеры,
это всевозможные разработчики, всевозможные специальности, которые являются созданием интеллектуального труда. И резко выросли зарплаты на рынке, и большой отток специалистов из казахстанских компаний именно в сторону западных компаний, да, и соответствующий рост, кратный рост, да. Если там, я скажу, что некоторые позиции там в 2-2,5 раза буквально за какие-то полгода зарплаты увеличились, за какие-то 8 месяцев, то это не будет ложью. Вот, но это не произошло в туризме. Я не слышал, чтобы зарплаты в туризме выросли на 2-2,5 раза за последние там 8 месяцев. Потому что, наверное, отрасль перетерпела какой-то, ну, как и Потому все что, отрасли, да. да, и большинство бизнес-оунеров еще не... Потому что, ну, естественно, да, толковые ребята, они не идут учиться на факультет туризма какой-либо, да, чтобы не строить. И этим занимаются люди, которым это нравится. Соответственно, туризмом занимаются сейчас люди, Хоббисты, фанаты, да, энтузиасты. энтузиасты, которым это Согласен с очень вами. сильно нравится. Но, как говорится, хороший человек не профессия, да. Вот, и профессионалы, они становятся со временем, да, а люди, которым это нравится, либо от безысходности этим занимаются, либо которым нравится. И здесь получается, что в конкретно туристических местах у партнеров, да, большой кадровый голод. И вот как на Диком Западе вот не было у тебя профессионального стрелка, и ты любого ковбоя брал, да, вот там. Да. Так же же самое, и наверное, здесь сейчас. получается, да? Да, в туризме. Я здесь хотел бы дополнить ваш ответ, Серхан. Вот вы про IT хорошо сказали, я сам тоже айтишник. И я хорошо помню вот этот момент, когда в Казахстане айтишники были такие в подвалах сидели, там были такие типовые, да, скажем так, и инженеры перепадающие платы, сисадмины, там еще что-то. И в какой-то момент начался спрос разработчиков именно из Запада. И первые разработчики, которые начали работать вот удаленно, еще тогда со скайпом и так далее, да, они не были тоже разработчиками. Это просто они увидели деньги, и это смотивировало их, сидя дома на кухне, выучиться на ломаном китайском, английском программированию, криво-косо, и пойти на минимальную позицию, залезть, и потом уже там... То есть не было никакой тогда пандемии, не было никаких удобных... Даже нормального dial-up интернета это был, да, то есть это начало 2000-х, конец 90-х. Сейчас сфера IT очень сильно развивается. Ни для кого не секрет, что это одни из самых высоких зарплат и по количеству обеспечения труда, и по уровню, скажем так, удовлетворенности работы, да. Но в Казани до сих пор вот я затруднюсь назвать крутые топовые IT-университеты. Но при этом у нас в Казахстане очень крутые IT-разработчики. Они постоянно хантятся за рубеж. Получается, они получают образование не в этих университетах. Это люди-самоучки, которые продолжают самоучаться, всякие онлайн, стэнфордские курсы, там еще что-то, где-то MIT-шные, что-то как-то прокачивается. Что вот я здесь также согласен с тезисом, что у нас сейчас в туризме бизнес такой. Либо энтузиасты, либо кто по старой памяти уже работает и продолжает работать, ну, по старинке, скажем так, без инновационных каких-то вещей. И когда я сказал, что я рад тому, что пришли банки, я искренне действительно рад, потому что банки — это как раз-таки тот бизнес, который профессиональный в плане там, организации. Банки не пришли в туризм. И давайте я расскажу, как это на самом деле. Да. Все дело в экосистемности. Вот. Сейчас очень большой тренд в организации экосистемы для пользователей. То есть, что значит экосистема? Это набор каких-то подсистем, которые друг с другом взаимодействуя создают некую единую систему, да? Среду, да, которая балансирует в гармонии и дает максимальную пользу для рядовых пользователей, для людей. Вот. И в зависимости от потребностей этих пользователей создается именно тот перечень, как мозаика, да, там мозаика экосистемы, которая удовлетворяет эти потребности. Да. Почему туризм появился, билеты появились, там, отели появляются там, и так далее в продуктах банка? Потому что пользователи начинают приучаться этим пользоваться. Вот конкретно про экосистему, ну, минута, да, рекламы, да, а может быть минута, там, не знаю, примера, да. Вот в Форте, да, в экосистеме Форте у нас есть там энное количество продуктов, которые предлагаются пользователю. Продукт Фортомаркет, да, это приложение, которое позволяет пользователю купить там технику онлайн, да, как у многих других банков тоже есть. Технику в рассрочку, кредит, там какой-нибудь
домой заказать из магазина продукты через Fortafood можно, да. У нас есть Fortamobile. Это мобильная связь, которая вам бесплатна, если вы пользуетесь картой Forta на определенную сумму в месяц. И вот Forta Travel — это туристический сервис, да. Там Forta Logistic, да, сервис доставки, там логистические услуги, да, документы, там раньше даже с Свободой работали, сейчас с Свободой не работают ребята. Плюс еще там ряд сервисов в экосистеме, которые разрабатываются. И у Сбера, там, вы слышали, да, тоже там куча сервисов. Но цель этого всего не захватить новую нишу на рынке, а дать пользователю максимальную пользу от пользования там всеми сервисами. Вот. Есть такое стечение обстоятельств. Да, чтобы вот я пользователь Форта-банка, и я должна и у вас покупать продукты, купить билеты. Да. Я, наверное, немного не так выразился. Я имел в виду не то, что вы захватываете банки, туррынок, а в то, что вы пришли в туризм и создаете инфраструктуру. Например, это становится доступнее для всех людей. Да. Если раньше люди продавали локально, вот на Кульсае они продавали только алматинцам, по большому счету. Благодаря Форта это exposure будет, да? Люди будут замечать, что там есть пельмена или что там есть там какая-то бабка, которая принимает у себя. Она становится по всему Казахстану, чуть ли не на весь мир, благодаря, я имел в виду, благодаря таким продуктам, как Турсбанк. То есть это то же самое, что произошло. Я вот, возвращаясь к тому кадровому вопросу и айтишникам, я рад, потому что пришли такие бизнесы, потому что туризм сейчас перестанет, мне кажется, быть хоббистическим. Нужно чуть время дать, мы уже почувствовали деньги. Не только мы, я имею в виду, мы как казахстанцы, мы поняли, что на это можно зарабатывать. Это поняли местные жители вот за коронавирус. Я думаю, что нам нужно вот с этим туризмом онлайн, со всеми продуктами просто не останавливаться. И да, отрасль должна расти. И у нее огромный потенциал. Там, она может вырасти во много раз. Причем это может быть там экспоненциальный рост. И, возможно, будет какое-то непрогнозируемое изменение рынка, которое вот мы сейчас собрались, там, говорим о цифровизации, может быть, там будет совсем другое, что-то новое вылезет, что сейчас даже и придумать тяжело. Нет, вы лучше не говорите такое. Оказывается, то, что вы говорите, это всегда, оказывается, случается. Так что... Мне сказали, можно шутить, я извиняюсь. Да, новое ответвление агротуризма, например, да, которое никто не делал, да, и либо там новые... Санаторные комплексы, да, вот, допустим, мы хотели летом отправить родителей в санаторий элементарно в Шымкенте, сами они живут в Шымкенте, но не могли найти контакты, сайты, где предоставляются услуги. Forta Travel? Там не было как раз такие санаторные услуги. Почему? У нас там... По-моему, около 30 санаториев партнеры сейчас. Вот, мне кажется, нужно либо вот именно вот эта сфера тоже. Ну, тут, наверное, скорее всего, может быть, если же по тем же самым санаторным, получается, по местам, куда направлять. Здесь, наверное, скорее всего, лучше же как раз таки Казахстан Travel, вот именно гостиницы онлайн-бронирование делать. Потому что многие гостиницы, вот, лично сам как раз таки по Казахстану направляюсь по местам размещения, они сами даже, к примеру, они против букинга, они не хотят с ними работать, потому что, согласитесь, какие-никакие это проценты, это деньги. Они хотят, получается, получать все, то есть, чтобы все было доступно для них, и все только оставалось у них. И, соответственно... Еще говорят, отмените букинг, мы вам дадим скидку. Мне это часто говорят на ресепшн. Отмените бронь букинг, на ресепшн придете. Да. Вы через букинг, там, Genius, отмените, говорит, и мы вам дадим чуть скидку. Да, на самом деле это недальновидный подход, потому что такие площадки, как Booking, они генерируют трафик, клиентов генерируют. Но вот это вот сиюминутная там выгода 15% до Booking комиссию берет, или там 20%. С одного клиента. Это с больших отелей вы говорите. А я говорю про маленьких, где не такой большой трафик сейчас. Но без букинга там его еще меньше будет. Его еще меньше будет, да. И если они будут постоянно отменять, отключиться от букинга, у них трафика меньше будет. Вы заметили, их и нету практически на букинге. Да. Там только большие отели. Но 3+, если они будут работать с букингом, хороший сервис оказывать, увеличиваться их рейтинг, и трафик у них увеличится. Вот я период времени очень часто в Астану прилетал в командировки из Алматы. И когда бронировал отели на букинге, я всегда обращал на вот эти звездочки, там, 8 и 6. Да, все верно.
Да. И вот я заселялся в какие-то экспериментальные бутик-отели с рейтингом там 8,6 и там 9. Там. Они небольшие, маленькие, аккуратные. Там готовят завтрак вкусно. В номере супер уютно, супер приятно. Ну, он маленький такой. Знаете, вот как вот мини-купер, да? Автомобиль такой мини-купер. Приезжаешь в отель, ну, Маленькая. маленький, классный такой, как вот этот вот, не знаю, померанский шпиц собачка, да, такая. И вот отель такой. И я туда заселялся только благодаря тому, что у них рейтинг хороший. Вот. Но они понимали, как раскручиваться. Я не знаю, может, у них маркетинговая стратегия была работать с букингом. Ну, это вообще правильная стратегия, на самом деле, работать с большими этими. Я думаю, наших тоже надо в этом плане обучать. Ну, вот, квалификация кадров — это одной из сфер, которая в цифровизации нуждается остро. Не только в туризме, а вообще везде, и в медицине, и в образовании, где угодно. Да? Ну да, это базис об этом даже. Там, здесь что не говори, то не говори. Да. В целом сфера услуг. Но в туризме я смотрю, бизнес, в принципе, транспортный бизнес, он давно уже в цифре, да. То есть покупка тех же билетов, те же такси, те же перелеты, ЖД, даже автобусы, они есть. Бронеотели, казахстанские, не казахстанские компании, они тоже есть. У нас сам процесс путешествия, он довольно хорошо схвачен. У нас, может быть, там нету всяких там забронировать столик или там оставить отзыв по ресторану. Этого еще нету, но я думаю... Было, ушло, Time to Chill был, еще какие-то проекты приходили, уходили. Ну, да, говорят, онлайн-база сильно маленькая и не окупается за счет того, что не бесплатный сервис, реклама не отбивается. Ну, я такое слышал, не буду здесь сейчас спекулировать. Я думаю, куда есть потенциал вот для тех айтишников, кто, возможно, я надеюсь, да, слушает нас или смотрит, или будет слушать и смотреть путешествие. По книге, если поделить, у него этап есть предпутешествие, да, планирование, бронирование, вдохновение, потом само путешествие, потом постпутешествие. Если предварительно знать, то 40% времени занимает планирование, бронирование, 20% само путешествие, и еще 40% это постпутешествие, когда мы рассказываем, впечатляемся, делимся фотками в Фейсбуке, там что-то в Инсте выкладываем. Получается, само путешествие это 20% от всего времени, которое человек, ресурсов его, да, который он тратит на путешествие. Ну, да. А остальные 80%... Иногда меньше. Вот я в 2015 году ездил, 20 дней в Тибете был. 5 лет рассказываю. Вот, постпутешествие. Постпутешествие, да. И вот там нету цифровизации практически у нас в плане казахстанских. И можно туда заходить, потому что эту нишу тоже надо забирать. Ну, не оставлять на откуп только зарубежным компаниям, которые, кстати, тоже их не так много, если честно. Вот всякие трип-планеры, всякие там поделиться опытом. Вот кроме как Booking и Expedia, и там, может, TripAdvisor, вот 3 ресурса, которые я могу сказать, где можно про Казань что-то узнать. Но больше других площадок нету. Хотя в других странах там у них есть и локальные стартапы, и какие-то, скажем там, ну, страновые какие-то вещи. Вот она ниша для цифровизации. Брат популяризирует. Сразу все начали в Википедии узнавать, что за страна такая. Да. Википедия, да. Давайте завершим, да, значит, нашу беседу. Говорили о цифровизациях в целом в сфере туризма, сказали про ваш проект, рассказали про Яхунах также и затронули тему кадров. И в конце, что мы можем сказать для улучшения данной сферы и что нас ожидает в будущем именно на данной сфере, именно цифровизация в туризме? Ну, роботы, наверное, появятся уже, наверное, на ресепшенах. Надо учесть, кажется, то, что делает МЦРЯП. МЦРЯП сейчас системную работу начинает в плане субсидирования и кредитования IT-стартапов. Это очень хорошая тема. Помимо SeedStars, помимо Asana Hub, это то, что я сейчас вижу и слышу, это мотивашка для всех в IT уходить. И как вот бизнес сейчас показывает, если бы я был бы стартапером, я бы, наверное, смотрел такие рынки, где мало игроков и где очень много денег. И если это не здравоохранение, не образование, где уже все схвачено, то это туризм, потому что она действительно много человек касается. И я надеюсь, что это будет тем драйвером, который даст. Плюс еще и мы, Казахтуризм, это если по планам сказать, собираем субсидировать детские авиабилеты, субсидировать там иностранных туристов, субсидировать приобретение туристского транспорта. То есть в отрасли будет прививаться деньги с нацфонда, с бюджета, чтобы она
еще быстрее начала развиваться. Это же... Нет, я думаю, если сказать, сколько денег, там сразу там десяток стартапов нарисуется. Сразу же, да, после выпуска, Да, да? после выпуска. И звонки поступят. Прилично денег. Это сейчас на особом контроле у правительства, у руководителя. То есть для премьер-министра тоже туризм является одним из приоритетных направлений. И неспроста вот последние несколько поездки именно связаны с привлечением инвестиций в туризм, потому что у нас большинство сейчас больших успешных состоявшихся проектов, будь это аквапарк, там, будь это гостиница, это все туристические как бы объекты. Тем более еще Kids Go Free насчет него также. Наверное, надо было начать, да? Сегодня обсуждаем, там, сколько триллионов, да, или триллиардов. Можно заработать Да. Можно в туризме, да? да. Будут инвестированы в туризм, да? Горячая тема, да? Ну, когда люди сказали, 1000 школ построим, будем субсидировать школы и садики, сколько у нас появилось школ и садиков? Да. Сейчас их очень много стало. Очень много. Может, и недостаточно, но практически в каждом доме сейчас открылся какой-то садик, какая-то школа. Там, Да. В Астане. ну, что тогда. Ну, в Нур-Султане, да, извиняюсь. Ну, я не знаю, и в Алматы не так? Есть дефицит небольшой в Алматы. Да. У меня дочка маленькая. В районе с трудом нашли садик. Ну, хороший нашли садик, но с трудом. В государство не попали. Ну, в гос, да, там очередь. Ну, там, видите, Я очередь. про да. частников. Здесь чисто Я про ГЧП. встал в очередь на третий день, как она Да. родилась, да? И К свадьбе как раз подойдет. Где в день, когда она должна была пойти, там, короче, Да. не попали, частно попали. Да. Какой-то там эксклюзивный хороший садик, но с трудом нашли. То есть недели 2 искали. Супруга ездила по району, там все облазила. Где-то что-то не то, где-то там это не Ну нравится, да. где-то там. То есть вы под какие-то свои условия искали, не так, что их не было. Это скорее не удовлетворяло потребности ваши. Да, в плане. район. Район. Там, чтобы это не было там, 40 минут в садик вести, 40 минут Понял, возвращаться. понял. Да, Алмата немножко с трафиком там специфичная ситуация, не как в Нур-Султане. да, я жил там. Да, не как в Нур-Султане. Сложнее, да. Вот, ну, не как где-то в другом месте в Казахстане, да. У нас там простоять в пробке там 2 часа, 3 часа, для многих это нормально. Вот у меня есть товарищ, коллега, друг. Он выезжает из дома в 6:30, чтобы на работе в 9 быть. Он в пригороде живет. Каждый день. Особый уровень мазохизма. Нет, шучу. Да, это, Ну, так. да, такие Сложилось, обстоятельства. да, Да, такие Я обстоятельства. для Ну, примера просто привел, что когда субсидировали эту отрасль, она начала бурно развиваться. В регионах я точно знаю, что Ну, люди начали. имеется в виду, что если бы он один так выезжал, он бы в пробке не стоял. Ага. То есть это вот сколько людей встает в 6:30, создают эту пробку и к 9 там разъезжаются по своим делам. То есть это вот целый пласт прям. Ну, транспортную проблему Алматы, я думаю, решали столько акимов. И пытались пересаживать людей на зеленые всякие там метро, автобусы и велики. Потом убрали трамваи, потом пытались линии дополнительно выделять, развязки строили. Я не знаю, когда это решится. Там просто очень много людей на очень маленькой территории. Да, Это, ну, не как бы, решится, скорее всего, в ближайшие там. И каждый еще хочет на машине ездить своей. Да. То есть это осознанно. Это вот нужно людей там менять. Да. Ну, скорее всего, Население когда видит. воздушный транспорт появится, наверное, тогда уже. Да, Воздушный да. транспорт, да, отдельная Да, тема. но с другой стороны, если там туризм вокруг Алматы развиваться будет, там еще больше будет Да, транспортного да. коллапса. Приезжие будут. А он развивается, потому что вокруг Алматы там Да. горный кластер Алматинского региона. Шикарный, Вот шикарный, Один честно из скажу. крупнейших. Ну, чтобы помочь с трафиком, мы столицу перенесли как бы в другой город. Полегче стало. Спасибо, да. Да, Спасибо, да. Очень, да. Спасибо. Даниэра, вы что скажете? Что как раз-таки можно будет предложить, да, скорее всего, предложение же идет же. Касательно туризма, касательно того, что цифровизации, здесь, скорее всего, это уже предложение для всех турбаз, скажем таки, для туристических мест, туристических компаний. Это вот как раз-таки предлагать свои услуги уже более в цифровом формате. И самое главное, чтобы как раз-таки у них люди знающие, то есть специалисты были, они вот именно в области туризма, а не те, которые, скажем таки, пришли откуда-то и ушли в никуда. Да, либо учили, да, вы хотите сказать, либо учили тех, кто пришел, Да, все верно. Ну, потому что, либо обучали, да. ну, нет, на самом деле, смотрите, если же здесь у нас с вами разговор идет касательно IT, то, что вот Талгат Муратович сказал, то, что если же айтишники сейчас, получается, начали также, то есть, соответственно, также и специалисты, то есть, если же те же самые сотрудники фронт-офиса, скажем, в Риксосе, они же, будем честны, они, соответственно, больше зарабатывают, чем нежели тот, который работает в 2- или 3-звездочной гостинице.
Потому что тот человек этому обучался. То есть он обучался полностью систематике самой гостиницы. А если же сама гостиница будет подниматься, соответственно, в своем же уровне, то есть, соответственно, как раз таки их заработные платы также будут увеличиваться. Здесь, наверное, уже больше призыв к тому, что если те люди, которые идут в туризм, они понимали то, что здесь ниша не стоит на одном месте, здесь все это возвышается и, наоборот, предлагается для них. Если ты хочешь заработать больше, то, Да. соответственно... Учись этому как раз таки, не стой на месте. Справедливости ради надо отметить, что средняя температура по больнице, опять же, такая вот. Может, наших слушателей или зрителей может создать впечатление, что там везде все плохо. Нет, очень много партнеров, у которых все очень хорошо. Да, у которых было хорошо, сейчас хорошо, будет хорошо. У нас есть топовые партнеры, у которых распродано там на 2 месяца вперед. На 2, на 3 года даже. Мы сами являемся потребителями, там, допустим, мы с друзьями там собираемся, да, ходим в Сакскую баню, да, и определенные наши поставщики этих Сакских бань, мы там за месяц записываемся, чтобы попасть к ним. У них все хорошо, у них сервис хороший, кухня хорошая, обслуживание хорошее, подготовка, само мероприятие там организовывают хорошо. Но, как бы, опять же, говорим-то про то, что не нравится. Вот, я извиняюсь, что перебил, да, Сергей. Буду честным, вот как раз таки, как я до этого говорил, по Казахстану, то, что направляюсь по внедрению как раз таки самой системы Якунак, сталкивался лично с самой стойкой проблем, да, как вы говорите, типа у некоторых на 2, на 3 месяца, получается, все это как раз таки распродано. Но у многих гостиниц, наоборот, они сами даже, получается, говорят, ну, где туристы, откройте границы, получается. А зачем даже границы открывать? Вы просто сами, скажем таки, свою инфраструктуру развейте, скажем таки, цифровизацию, скажем таки, оцифровизируйте, предложите этот свой продукт уже, как бы сказать, на дальнейшее. Для, скажем таки, не для иностранных даже граждан, а для наших казахстанцев, чтобы, к примеру, к тебе в Боровое, скажем так, или в Кокшетау приехал человек, который находится, пусть, скажем так, в Усть-Каменогорске, чтобы твой продукт был интересен, предложи, получается, его сам. Да, вот, кстати, много запросов у нас есть именно Нур-Султана, на восток Казахстана. Очень много запросов было в последнее время. Именно мы, говорит, хотим из не в Алматы, не Туркестан, именно, говорит, на востоке есть что-нибудь интересное. Ну, на востоке шикарно, тем более, это, как вы до этого говорили, Восток он прекрасен, да, тем более Алтай, там запад у нас, ой, восток, получается, восточные горы, это просто шикарно. Сұхбатымызды қорытындылай келе, сіздерге алғысымды білдіремін, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Жалпы туризм саласы отандық қазіргі экономикалық драйв деп айтады ғой, біздің еліміздің ең маңызды салалардың бірі. Оның ішіндегі цифровизация, яғни цифрландыру туризмді, ол қазіргі таңдағы ең біздің бірінші алға қойып отырған мақсатымыз. Себебі цифровизацияны туризмді цифровизациядан айырылып тастау мүмкін емес. Ол екеуі қазір бірге дамып келе жатқан ең маңызды салалардың бірі. Ойларыңызды білдіріп, талқыға салып, көрермендерге, тыңдаушыларға көп ақпарат айтқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Ал біз көрермендермен келесі эфирде, келесі подкастта жүздескенше сау болыңыздар деймін.